Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об одном из важных вопросов парламентского контроля, а именно об оценке деятельности государственных органов под отчетах Джорджа Кенеша на примере оценки деятельности правительства в сфере правопорядка, а именно органов внутренних дел. Эта оценка была проведена в 2019 году. В первую очередь, работа государственных органов под отчетных Джорджу Кенешу оценивается во время заслушивания ежегодных специальных отчетов или докладов о ситуации в стране в целом, либо ситуации в той или иной сфере общественной жизни. Согласно законодательству Кыргызской Республики, парламент заслушивает ежегодные отчеты и доклады следующих должностных лиц. Это премьер-министр, генеральный прокурор, председатель Национального банка, председатель счетной палаты, руководитель социального фонда и фонда обязательного медицинского страхования, а также отчеты омбудсмена и главы Национального центра по предупреждению пыток. Следует отметить, что до 24 апреля 2019 года Джордж Кенеш также заслуживал информацию председателя Верховного суда о деятельности судебной системы, то есть фактически отчет о результатах деятельности судов в Кыргызстане. Однако по решению Конституционной палаты Верховного суда это стало не обязанностью Верховного суда, а правом. Профильные комитеты и фракции проводят предварительное рассмотрение отчетов государственных органов в зависимости от профиля и дают свою оценку, а также заключение. Окончательную же оценку дают, конечно, сами депутаты на пленарном заседании палаты. Джордж Кенеш оценивает отчет премьер-министра, допустим, о деятельности работы правительства за прошлый год на основе так называемого интегрального показателя работы правительства, который в себя включает, в первую очередь, информацию о результатах исполнения программы правительства, информацию об исполнении национальных программ развития страны, также включает информацию об индексе доверия населения к государственным органам. И, конечно же, информацию, это четвертое, об оценке положения Кыргызстана в международных рейтингах. Самостоятельной системы оценки деятельности государственных органов у парламента пока нет. Оценка дается исключительно на основе представленной государственным органам информации и, соответственно, на основе критериев, разработанных самим государственным органом. По сути, парламент просто соглашается или не соглашается с той самооценкой, которую государственный орган дает сам себе. В стратегии развития Джорджа Кенеша до 2021 года стоит задача разработать и внедрить в практическую работу комитетов критерии оценки подотчетных Джорджу Кенешу государственных органов. Практика показывает, что каждый комитет оценивает отчет правительства в рамках мандата своего комитета. Например, бюджетный комитет в части освоения бюджета. Если же взять комитет по правопорядку или комитет по конституционному законодательству, они оценивают деятельность правоохранительных органов и отчет прокуратуры, соответственно, по своим вопросам. Индикаторы оценки субъективны, и они замыкаются исключительно на исполнителей, специалисте отдела, работающего в том или ином комитете. Заключения комитетов могут, в принципе, просто дублироваться из года в год. При написании заключений комитет учитывает анализ исполнения или неисполнения поручений, запросов, направленных этим комитетом в этот государственный орган. Также анализируется информация по ранее вынесенным решениям Джорджа Кенеша в отношении какого-то сектора или в отношении этого государственного органа, к примеру, замечания, с которым был утвержден, допустим, отчет за прошлый год. Важным аспектом оценки является и учет индекса доверия населения к конкретному государственному органу. Оценка государственного органа также должна базироваться на анализе заявлений и жалоб со стороны граждан на тот или иной госорган. Жалобы могут поступать и напрямую в Джорджа Кенеша. Также это может быть информация от общественных организаций или независимых экспертов. Рассмотрим результаты апробации методологии оценки деятельности правительства в сфере правопорядка. Оценка была проведена рабочей группой при Комитете по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействии коррупции. В настоящий момент сложилась такая практика. При оценке деятельности МВД Комитет по правопорядку обычно учитывает информацию о деятельности органов внутренних дел в отчете премьер-министра. Обычно это 1,5 или 2 страницы. И чтобы реально оценить работу ОВД, конечно,
этой информации явно недостаточно. Как показывает опыт зарубежных стран, оценка сотрудников милиции должна быть как внутренней, так и внешней. При этом необходимо признать, что с помощью только внутренней оценки сотрудников ОВД не могут быть изучены все аспекты их деятельности. В частности, таким образом может быть оценен только объем работы с учетом затраченных ресурсов. Но а что насчет эффективности работы милиции с точки зрения граждан? В этой связи особую актуальность приобретает задача формирования системы оценки, которая была бы ориентирована на интересы граждан. Сегодня деятельность ОВД оценивается правительством, к примеру, по 4 показателям. Это в первую очередь уровень преступности, это обеспечение общественного порядка, учитывается количество ДТП и, очень странно, учитывается количество выданных справок о судимости. Да? Эти показатели утверждены постановлением правительства об оценке деятельности государственных органов исполнительной власти еще в 2016 году. К этому показателю следует также прибавить и уровень раскрываемости преступлений, который до сих пор остался. Рабочая группа при комитете по правопорядку разработала альтернативную методику оценки деятельности ОВД на основе анализа состояния обеспечения общественной безопасности с применением разработанных критериев и индикаторов оценки внутренних дел. Оценка проводилась на основе следующих данных. Анализа исполнения нормативно-правовых актов, которые регулируют деятельность органов внутренних дел, анализа информации государственных органов и национальных институтов по правам человека, анализа обращений граждан о деятельности ОВД, анализа правоприменительной практики, которые действуют в ОВД, результатов опросов общественного мнения, запросов граждан, юридических лиц, государственных органов, органов местного самоуправления, организаций гражданского общества, СМИ, экспертного сообщества, в целом об их мнении относительно работы ОВД. И, конечно же, виктимологического исследования. Дополнительно было проведено исследование об образе милиции, который проводил Гражданский союз. Среди индикаторов, которые выработала рабочая группа, можно выделить это уровень доверия граждан, уровень коррупции, уровень преступности по официальным и альтернативным данным, уровень соблюдения прав человека в деятельности ОВД, в том числе случаи применения пыток, количество жалоб и заявлений на сотрудников ОВД. Общественное объединение «Гражданский союз» оказало техническую и экспертную помощь рабочей группы в проведении апробации оценки. Необходима ревизия всех законодательных актов, которые регулируют деятельность не только ОВД, но и других правоохранительных органов, именно в связи с их оценкой. Порядка 60-70 законов регулируют деятельность ОВД. ОВД даже должны заниматься не только охраной правопорядка, но также вопросами профилактики семейного насилия, торговля людьми, контроль оборотов наркотиков. Они должны оказывать даже содействие судам Аксакала, участвовать в работе призывных комиссий. То есть это очень такой широкие полномочия, которые, возможно, на современном этапе эти вопросы, может быть, не свойственны ОВД. И в заключение хотелось бы отметить, что предложенная оценка не является универсальной. В зависимости от направления работы каждый комитет должен разрабатывать свои критерии оценки. Однако можно использовать эту работу, этот опыт и в работе других комитетов. На этом мы заканчиваем серию видеопередач о парламентской оценке. Спасибо за внимание.